27 мая в Якутске прошел митинг представителей общественности, выступающих против строительства газохимического комбината в Мигно-Кангаласском районе Якутии. ЕСЯ удалось получить комментарий первого вице-премьера правительства Якутии Павла Маринычева. Акция была сформулирована против реализации конкретного проекта. Но моя оценка, вы знаете, в Республике Саха-Якутия есть площадки для реализации очень большого количества проектов. И достаточно большое количество проектов, оно оценивается. Оценивается и обществом, оценивается и соответствующими структурами, которые призваны производить экономическую оценку, экологическую оценку и всякого рода и вида анализов. Что касается данного вопроса, то на сегодня этого проекта нет. Есть бизнес-идея, инициаторы этой бизнес-идеи приезжали к нам в республику для того, чтобы собрать некую первичную информацию для того, чтобы как раз и создать технико-экономическое обоснование этой бизнес-идеи и, собственно говоря, превратить эту бизнес-идею в проект, на основе которой или принять, или не принять уже инвестиционное решение. Этого еще ничего нет. Поэтому и обсуждать этот проект, наверное, рано, потому что его как такового не существует. Поэтому моя оценка следующая. На мой взгляд, эта акция, она была инициирована совершенно отдельными людьми. Мне очень хочется думать, что эти люди, которые инициировали эту акцию и сыграли на вполне естественных, понятных и правильных чувствах людей, чувства которых мы абсолютно все разделяем. Эта акция преждевременная. Как минимум преждевременная и необоснованная. Ну а если цели и задачи у этих людей были несколько другие, то время рассудит. А реализовывать масштабные инвестиционные проекты в Республике Саха-Якутия, точно так же, как и проекты в области малого и среднего бизнеса, очень необходимо. Например, в том же Мигно-Кангаласском УГУСе за 2014 год собственные доходы УГУСа составили, к большому сожалению, порядка 170 миллионов рублей. А расходы, а я имею в виду расходы текущие по жизни, зарплата учителей, врачей, субсидии на коммунальное хозяйство, другие виды самых каждодневных наших расходов составили 3 миллиарда 700 примерно миллионов рублей. Почувствуйте разницу в этих цифрах, и, конечно, мы будем рассматривать все инвестиционные проекты, но только после того, как бизнес-идеи в проекты превратятся. На сегодня, что касается данного вопроса, проекта нет. Руслан Басыгысов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.